ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 16:00. Заседание Общественного совета МУГУ-Ухта. Фактически это последнее собрание в нынешнем составе. 26 июня полномочия совета подходят к концу. На заседании озвучены итоги работы за год. Среди них участие в большом количестве обсуждений, встреч, прямых линий и так далее. А кроме того, общественный контроль за сферами жизни Ухтинского района. Участники совета обсудили те проблемы, в которых удалось сдвинуться с мертвой точки, но, понятное дело, прозвучала и критика. Очень тяжело работать с нашей администрацией. Очень мало откликаются. И те люди, которые придут в общественный совет, я бы им хотела посоветовать хорошо заниматься спортом и гимнастикой, потому что очень часто нам приходится лазить через окно. И это на моем опыте, вот занимаясь в транспортной группе, сколько раз мне приходилось к Любанину обращаться, например, по каким-то вопросам. И до смешного доходило, когда уже он просто говорил: уберите от меня, я пенсионер. То есть, решая свои вопросы, нам приходится вот такие преодолевать моменты. Состав совета – это 23 человека, однако не все из них подали заявление на участие в обновленном. Например, Марина Поповская. Она же обратила внимание на относительно медленную скорость достижения результатов и озвучила руководству города одну из самых главных тенденций всей Ухты последнего времени. Я разговариваю со своими знакомыми, встречаюсь еще с кем-то, с людьми малознакомыми. И мне очень грустно от того, что многие собираются покинуть Ухту или уже уезжают. Прям такой вот конкретно идет отток населения. Я считаю, что отчасти это и проблема властей. То есть надо сделать действительно наш город очень комфортным вместе с нашим общественным советом. Итоговое заседание плавно переросло в обсуждение проблем с руководителем городадминистрации Магомедом Османовым. Диалог затронул транспорт, программу переселения из ветхого жилья, наличие школ и детских садов и вдобавок закрытие рынка на Куратова. Что там планируется, в связи с чем до 30 числа рынок должны закрыть и люди должны остаться без работы. И жители переживают, что там построится, что там будет, как они дальше будут этим жить. Юрий Иванович, я вам по поводу Куратовского рынка тоже вот так же, как и все, вот здесь на слуху говорят, будут закрывать, это все. Пока у меня лично никакой информации нет, может быть, в администрации оно есть. Но хочу вам сказать одно. На сегодняшний день вот те предприниматели, которые там торгуют сельхозпродукцией, шмоточный рынок нам не нужен. Те производители, которые торгуют сельхозпродукцией, они без места не останутся. В этом городе место, где, чтобы оно было не где-нибудь там в закоулках, место мы этим предпринимателям найдем, в том числе кто торгует и мясом, и хлебом, который там есть. Шмоточники там никаких не будет. Что там будет, я не знаю. Там хозяин собственник будет принимать решение, что там будет строиться. Мэр также прокомментировал, что площадка для торговли продуктами в городе есть, на Космонавтов 15. Также уже проведен конкурс на оператора и, дескать, место все же облагородит. Но ему отпарировали, что пока этого не сделано, не лучше ли было сохранить рынок, а с ним и рабочие места в городе, который за последнее время уже лишился их части. Впрочем, территория рынка – это частная собственность, поэтому здесь не все в силах администрации. Но в любом случае обсуждать эти и другие вопросы совет будет уже в новом составе. Сейчас идет формирование будущей площадки для диалога общественников. Свою работу она должна начать после 26 июня.